выше прозвучала мысль старшего коллеги по 6-му созыву Общественной палаты Сократа Рачевича Джинджоли. Я хотел бы сказать следующее, что вы действительно все видели, как 6-й созыв Общественной палаты в 25 году и в начале 26-го года проводил ряд круглых столов. И в марте этого года, нынешнего, провели мы гражданский форум, большой, впервые в Абхазии. Хочу заметить, что вопросы, которые мы подняли, были действительно, на наш взгляд, крайне важными в государстве. Это вопрос демографии, это вопрос развития сельских территорий. Но фундаментальным вопросом был вопрос конституционно-правовой реформы. Одним из ключевых сегментов той концепции, которую предоставила Общественная палата 6-го созыва, тех авторов, которые писали эту концепцию, был как раз-таки вопрос реформы избирательной системы и перехода на мажоритарно-пропорциональную систему выборов. Мы были убеждены и сегодня убеждены в том, что в данном историческом периоде, в данном становлении и развитии нашего государства, и в частности парламентаризма, мы подошли к такому моменту, когда нам необходимо перейти на этом этапе, подчеркну, к смешанной избирательной системе, для того, чтобы дать возможность партиям начать открыто продвигать своих кандидатов в высший законодательный орган страны. Мы говорили о том, что необходимо поменять принцип и порядок формирования парламента. И не просто так. Что это даст? На наш взгляд, мы это обосновывали. Во-первых, это даст возможность обеспечить более широкий спектр взглядов. Вы сегодня подняли тему о том, что необходимо, чтобы были представители научного сообщества, врачебного сообщества, в том числе спортивного сообщества в высшем законодательном органе. Потому что они знают те процессы, которые происходят внутри этих сообществ лучше, чем просто какой-нибудь человек, скажем так, который приходит с улицы в парламент. Почему нужна партийная система, чтобы она стала работать? Это, во-первых, структурирует сами политические процессы внутри государства. Это будет системный, последовательный, программный подход, а не ситуативное какое-то решение, которое действует в один период времени, который предлагает тот или иной депутат парламента. Здесь крайне важен именно вот такой подход, именно системный, последовательный подход. Это может обеспечить, конечно же, партия. Это совершенно другой уровень парламентаризма, парламента. Это совершенно другая политическая культура. И мы в этом абсолютно убеждены. Те люди, которые предлагали вот эту реформу. Конечно, здесь сомнений в этом нет. Правильно здесь Абиссалом Алексеевич сказал, из десятилетия в десятилетие, наверное, этот вопрос ставится, поднимается и говорится об этом. Почему? Потому что мы здесь видим, мы живем, мы понимаем, что нужно процесс развития парламента сегодня повести немножко в другую сторону. Нам нужен серьезный действительно парламент. Здесь вспоминали парламент первого созыва. А почему так происходит? Мы же все видим, задаемся вопросом, почему уровень, скажем так, парламентаризма в Абхазии постепенно и неуклонно падает. А он падает по той причине, что мы стали выбирать депутатов районного уровня, корпоративного, частного характера. Это не государственный парламент мощный, который у нас был 30 лет тому назад, потому что по-другому совершенно проходили выборы. Это совершенно другое было качество парламентаризма. Это же очевидные вещи, наверное, мы все это видим. Это из пятилетку в пятилетку происходит. Так что здесь сомнений нет в том, что на этом этапе, тем более здесь уже высказывали мысль о том, что очень стремительно меняются внешние факторы среды. Мы же это видим все прекрасно и на Южном Кавказе в том числе.
частью которого является Абхазия. Мы об этом тоже на форуме говорили, и что необходимо, конечно же, сделать так, чтобы парламент совершенно по-другому избирался, поменяв принцип и порядок формирования этого высшего законодательного органа. Как это сделать? Надо все вместе собираться, думать и решать вопросы.